Просто чай пить не весело и невкусно. Что же я хочу? А хочу я чего-нибудь сладенького и вкусненького. А не поехать ли мне за этим на зеленый рынок? Какое красивое оформление! Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, что здесь такого интересного, а главное вкусного. Зеленый рынок – это не только увлекательные детские мастер-классы, но и настоящая находка для любителей вкусной и полезной пищи. Здесь можно приобрести множество деликатесов от наших местных производителей, которые радуют своим разнообразием и качеством. Я с удовольствием наблюдаю, как мне показывают, рассказывают о каждом продукте и дают возможность попробовать их на вкус. Это не просто покупки, а настоящая гастрономическая экскурсия, полная открытий и наслаждений. Девочки, добрый день. Какие мы блюда сегодня будем дегустировать? У нас есть вяленые помидоры собственного приготовления. Мы их сами вялим, готовим. Также у нас есть собственного производства специи наши натуральные. Тоже все продукты сами сушим, готовим. Попробуйте вяленые помидоры наши? Давайте я попробую. Вот, давайте я вам еще салфеточку дам. Вот вам салфетка. Это так вкусно. Что еще есть у вас на столе? У нас есть натуральные специи. Вот для борща можете почувствовать аромат. Также у нас есть специи, чеченские травы. Тоже можете добавить на рыбу, можете добавить в салат, очень вкусно бывает. Также у нас есть разные специи, это у нас паприка, можно куда угодно добавить, в принципе, очень вкусная она тоже. Есть специя для курицы, ей можете приправить курицу. Также есть для супа, она у нас для супа идет. Также есть для плова у нас, можете на плов добавить, в принципе, и чесночная приправа очень вкусная тоже. В принципе, ее можно на все блюда добавлять. Также, если вы не любите чеснока, можете добавить просто приправу, будет очень вкусно. Это вам в подарок. Спасибо. Добрый день. Какие виды рыб представлены на дегустации? Добрый. У нас большой выбор разных морепродуктов. Смотрите, вот у нас есть тунец холодного копчения, масляная рыба, слабосоленые, раки, сельдь, вяленая рыба. Также есть вот семга холодного копчения. Давайте попробуйте, понемножку я вам дам на пробу, что вы хотите. Вот у нас вот есть такие вот бутербродики. Возьмите тарелочку, я вам дам. Это у нас очень ходовая рыба и очень вкусная. Раки будешь? Не будешь? Давай тогда. Вот. Что еще? Давай семгу еще положу. Так вот, смотри. Это тоже очень вкусно. Вот. Это у нас тоже ходовая позиция. Это вяленая горбуша. Очень вкусная. И вот тунец холодного копчения. София, ты прогустировала нашу рыбу? Тебе понравилось? Да, мне очень понравилось, Да? было все вкусно. Спасибо за приятные отзывы и удачи в вашей программе. Доброго дня вам. Какую продукцию вы сегодня представили на дегустацию? Добрый день. Мы представляем маринованные стейки и другую мясную продукцию от компании Маэда. У нас есть маринованные стейки, крылышки, люля-кебаб. У нас есть два розничных магазина в Гудермесе и в Грозном, а также в продуктовых магазинах тоже есть наша продукция. Сегодня люди попробуют, иншаллах.
София, хочу тебя украсть для небольшой экскурсии по зеленому рынку. Вижу, здесь много чего интересного. Очень интересно. Здесь представлены наши местные производители. Например, Ваймос. Шикарные корзины, которые можно подарить в подарок. Или же просто купить мед для того, чтобы улучшить свое здоровье. Смотри, также здесь представлен местный производитель Санкерт, кефиры, сыры, все такое. Специи Хасчам, которые можно подарить своей маме на День матери. Что тебе еще показать? Смотри, сакинат, пироженки вкусные, тортики тоже представлены. Любишь тортики? Люблю. Любишь? Вот. Также трихичина. Это тонкие лепешки с сыром, с картофелем. Любишь картофель? Люблю. Что больше любишь, картошку или зелень? Картошку. Картошку. Мороженое, вейв, марзо. Смотри, разные. Тоже наше местное производитель. Стаканчики разные. София, какое твое любимое мороженое? Вы же любите мороженое? Люблю. Какое? Вот это. Есть стаканчики с фисташкой. Ну, сразу видно, все любят фисташковое. Держи. Ну, попробуй еще карамельное и стаканчики. Мои дети очень любят это мороженое. Это тоже наши местные производители. Дальше. Посмотри, Дикнус. Всегда готовая, вкусная еда. Разные галушки, вареники. Я уверена, вареники ты тоже любишь со сметаной. Люблю. Также здесь на зеленом рынке представлены наши местные сыры буррато, строчителла, моцарелла. Кстати, мы сегодня будем готовить пиццу с сырами моцарелла. А ты уже попробовала фуршет от рыбы? Посмотри, какое количество рыбы здесь. Разные. Ты что больше любишь, рыбу или мясо? Рыбу. Рыбу? Ну вот рыба здесь есть, но если вдруг твой папа говорит, мясо давай, говорит, Говорит. вот как раз здесь также наше местное производство. Ну, мясо маринованное. Посмотри, просто маме твоей открыть, пожарить и накормить папу. Скажи, шикарно, да, София? Ну а если к мясу нужны овощи, у нас также представлены и овощи, и тыква, смотри, запечь. Ну а если вы, детки, любите макароны, то у нас также можно купить и макароны. Я уверена, что ты к нам вернешься. Вернешься, София? Конечно, вернусь. Ну все, ждем тебя. Также, София, мы часто устраиваем мастер-классы именно для детей. Шоколатье к нам мы зовем шоколатье. Меня зовут, я готовлю пиццы, учу готовить вас, деток. Смотри, какое оформление у нас сегодня для деток. Тут так красиво. Фатима, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить пиццу. И пока наша пицца запекается, мы также приготовим хот-доги, чтобы дети могли перекусить. Хорошо. София, твое место вот здесь. Мы подготовили вот такие карточки специально. Умеешь готовить? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, здесь подробно написано, как готовить пиццу, как оформлять. Если вдруг вы уйдете и забудете, вы всегда можете подсмотреть и приготовить своей любимой маме вкусную пиццу. Ну, или себе любимой. Ну что, Фатима, начинаем готовить? Да, сейчас вымоем руки, оденем фарточки, колпачки и начнем, Софишка. Давай. Хорошо. На волшебном зеленом рынке каждый месяц происходят удивительные детские мастер-классы, которые превращают обычные дни в настоящие праздники. Здесь среди ярких овощей и фруктов маленькие волшебники могут научиться создавать вкусные шедевры, которые радуют не только глаз, но и животик. А записать своих юных кулинаров можно на официальном сайте рынка. Меня зовут Фатима. Мы сегодня будем готовить пиццу. А вы видите, я положила вам шоколадки с вашими именами. София, ты видишь? И я это для чего положила? Чтобы вы поели шоколадку, да, и ваш мозг начал хорошо работать, и чтобы вы запомнили, как готовить пиццу. Берите свои шоколадки и кушайте. Руки мы размяли перед началом приготовления, замесили тесто, смазали противень и приступили к созданию пиццы. Во время процесса я даже успела немного пообщаться с мастером. Фатима поделилась своими профессиональными хитростями. Фатима, а вы помните, как вы первый раз замешивали тесто?
Ты знаешь, я тебе скажу по секрету, я тесто вообще не люблю делать. И это очень редко бывает. Я в основном люблю возиться с мясом, с овощами. Но первый раз я, наверное, лет 16-17 научилась замешивать. А как вы часто готовите наши национальные блюда? Очень редко готовлю. В основном я готовлю пирожки, пустышки, потому что у меня дети их любят. А чайпалк, шхингалш я, честно скажу, заказываю у наших местных производителей. С тестом мы разобрались, а что дальше? Сейчас я обязательно, София, покажу. Мы сейчас уже будем формировать пиццу. Мы отправили нашу пиццу в духовку на 15-20 минут. Как же интересно, что же у нас получится? Я прямо чувствую, как она пахнет вкусно. Надеюсь, она станет такой золотистой и пузырчатой, как на картинке. Ура, наша пицца готова, и она выглядит просто супер. Фатима, как у меня получилось? Просто очень красиво, София. Тебе самой понравилось, как ты готовила? Весь процесс понравился тебе? Да, понравился. А можно еще раз к вам прийти? У вас Конечно, конечно, можно, София. У нас бывает очень часто мастер-классы, скоро планируется. Вот такой шоколадье мастер-класс. Так что обязательно приходи. Обязательно приду. Сегодня я узнала, что приготовить пиццу своими руками – это несложно и очень интересно, а главное – вкусно. На зеленом рынке можно не только купить продукты, но и научиться многому новому. Спасибо всем, кто был вместе со мной. До встречи в следующем выпуске. Спасибо, Фатима, то, что провели для нас мастер-класс. Ну и тебе спасибо, София. Я тебе искренне желаю процветания твоей передачи, чтобы вся Чечня смотрела только тебя и за пределами нашей республики. Удачи тебе. Спасибо. Ну, попрощаемся со всеми. Пока! Еще громче, давайте. Пока!